Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Мост через реку Хатын-Юрях будет реконструирован. Якутский рэп-исполнитель презентовал новый клип. Полезные советы велосипедистам, как ухаживают за своим транспортом профессионалы. МЧС России построит специальное судно для Арктики. Ведомство намерено построить специализированное аварийно-спасательное судно ледового класса для работы в морях на арктическом побережье страны, сообщает пресс-служба министерства. Судно высокого ледового класса будет вести мониторинг, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе друг об друга звенья велоцепочки. Могут использовать как металлическую щетку, то есть как у нас, либо, если это в домашних условиях, то могут использовать старую зубную щетку. Вот сначала прочистим большую грязь, и потом уже проходимся специальным спреем. Данным спреем мы выводим грязь, это может быть песок, частички песка, это влага. Важно дождаться, чтобы все это высохло, подсохло. После применения ВД-40 либо ХАДа мы уже смазываем цепь. Смазка для цепи, она продается, естественно, в специализированных магазинах, то есть велосипедных.
Лучше всего проводить смазку через каждые 50-100 километров езды или если слышен специфический шуршащий звук во время катания. Также важно периодически подкачивать колеса велосипеда. При этом переднее должно быть чуть мягче заднего. Можем сначала проверить на ощупь. Если мы чувствуем, что воздуха не хватает, то нужно его уже прокачивать. Мы обычно ставим на заднее колесо 2,5 давления, а на переднее 2. Постоянно поддерживайте в чистоте своего железного коня. Мыть его рекомендуется самостоятельно. Для этого достаточно тряпки и тазика с водой. Мы рекомендуем не мыть его керхером, мы не рекомендуем его мыть в автомойках, потому что там вода поступает под давлением. Из-за этого, например, вода может попасть в подшипники, в колесо, в каретку. Из-за этого он начинает промывать всю смазку. А велосипед – это техника, то есть он со временем все равно изнашивается. И очень важно обращать внимание на люфты, то есть проверять подшипники. Каждый раз проверять люфт переднего, например, колеса. То есть тут у нас находятся подшипники, поэтому нужно проверять, не износились ли они. Люфт каретки, ну, скажем так, педалей, тоже таким образом, поступательными движениями проверить, есть ли люфт, и также заднего колеса. Велосипедист-любитель может не знать многого, поэтому если вы заметили, что какие-либо детали шатаются или отлетают, лучше всего обратиться в сервис к специалистам. Помните, без своевременной очистки и смазки ваш велобайк может выйти из строя в самый ответственный момент. Поэтому регулярно и правильно ухаживайте за ним. А в ответ он не только прослужит вам долго, а что важно, обеспечит безопасность при эксплуатации. Фестиваль Сибадзакура проходит у горы Фудзи, несмотря на пандемию. Местные жители и иностранные туристы приняли участие в фестивале Сибадзакура в окрестностях города Фудзикава-Гутика в префектуре Яманаси. На кадрах посетители парка наслаждаются видом более 800 тысяч цветущих шаловидных флоксов и делают фотографии на фоне заснеженной вершины горы Фудзи. Ежегодный фестиваль Фуджи Шиба Сакура Фестиваль обычно проходит с середины апреля до конца мая. В этом году мероприятие проводится с соблюдением мер безопасности, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции. Далее о прогнозе погоды на ближайшие сутки. В столице республики сегодня без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем по-прежнему не превысит плюс 14 градусов. А вот на северо-западе Якутии значительно холоднее. Там синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь, мокрый снег и порывистый ветер до 9-14 метров в секунду. То же самое ожидает и побережье Арктики. Там на 15 мая ожидают ветер порывистый до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем 0-5 градусов. Это были все новости к этому часу, но я с вами прощаюсь. До встречи.